Осетинский телеграм-канал «Иллинойс» напомнил нам о стихотворении Коста «Два ворона». Сюжет этого стихотворения довольно простой и, в принципе, известный. Два ворона обсуждают, что они будут сегодня есть. И в процессе обсуждения они приходят к тому, что им сегодня не стоит беспокоиться о еде, потому что там висит труп кавказца, труп ингуша. И то есть еда для них всегда найдется. Халун матахы. Халун анжағы. Халун сайма нырсы харым. Шейхорын амал сышканам зурыям фаштама халун. Шейхорнын сатты уабун. Терчі былнын қаугарун. Ауғдай лауы мақалун. Хейтакатык оштай сыбырымзавга дуа халуна. Ажнырма в жонглап пукуттан одай хоржнем барштон. Кадымас фанды сыбырымзавгау уаттарзаиш яхи куды. Ама раштеджи контекст кунажонай одымзавгай коды бамбарын жену. Кадымас фанды сыбыруаттар. Может быть, по ошибке жители Осетии или Ингушетии будут думать, что Коста таким образом смеялся над ингушами или ерничал над ними. Но на самом деле нет. Коста всегда выступал защитником прав горцев. Вне зависимости, осетины, ингуши, чеченцы, кто бы это ни был. Достаточно почитать стихотворение Коста «Владикавказ», где он описывает, что во Владикавказе всегда были распространены настроения, что вот-вот во Владикавказ ворвутся чеченцы, ингуши или осетины и сожгут его. Этими бреднями люди оправдывали свое не очень хорошее отношение к горцам. Помимо своих стихотворений, Коста еще активно писал в газеты Петербурга, и я всем рекомендую настоятельно ознакомиться со статьями «Неурядицы Северного Кавказа», где он также говорил о том, в каком положении находятся горцы в Российской империи. Если позволите, я зачитаю фрагменты из поста телеграм-канала «Иллинойс», чтобы вы поняли, о чем я говорю. Коста Хитагуров был одним из наиболее ярких защитников прав горцев и обличителей злоупотребления администрации на Кавказе. «Неурядицы Северного Кавказа» и другая публицистика великого осетинского поэта являются свидетельством того, в каких условиях жила в конце 19 века основная масса осетин, кабардинцев, чеченцев и ингушей. Коста писал о страшном малоземелье горцев, у которых отобрали лучшие пастбища и земли, на примере чеченцев. Осуждал отношение к ингушам как заведомым преступникам, которым местная администрация часто отказывала в самых элементарных правах. Описывал судилища над осетинами, которых часто по самым незначительным и недоказанным обвинениям вешали, прогоняли сквозь строй и ссылали в Сибирь. Сюжет с вороном и мертвым ингушом не черный юмор и не желание подшутить над соседями. Это протест Коста против колониализма и несправедливости, жертвами которых регулярно становились горцы. Коста, в частности, писал о том, как в казачьих станицах горцев убивали иногда безнаказанно ради забавы. Ни один честный казак не станет отрицать, что охота на так называемых гололобых собак до самого последнего времени считалась у казаков очень занятным развлечением. И действительно, они их били везде. При всяком удобном случае, не только в дороге, в лесу и в степи, но и у себя в станицах, ночью, в сумерках и даже днем на глазах у собравшихся на даровое зрелище толпы. Кто убил? Не знаем, должно ли воровать, вот его и подстрелили. Этим кончалось обыкновенно судебно-полицейское дознание о мертвом теле, найденном в навозе или в луже, вырытым какой-нибудь агашкиной свиньей. Всякое воровство, всякая пропажа от лошадей и быков до арбуза и качана капусты – все взваливалось на туземцев. Именно эту обыденную несправедливость Коста обличает в своем стихотворении «Два ворона». И тело повешенного ингуша, над которым собирается стая ворон, это фактически метафора о всем Кавказе, о всех горцах, о том, в каком положении они оказались в результате колониальной политики. На месте ингуша в этом стихотворении мог оказаться спокойный осетин, потому что в статье «Неурядицы Северного Кавказа» Коста Хитагуров писал о простом осетине из фамилии Каировых, которого тоже просто так повесили, хотя никаких доказательств его преступления не было. Дорогие мои зрители, я предлагаю вам внимательно читать великого осетинского поэта Коста, вне зависимости от того, какой нации вы являетесь, будь вы осетином, чеченцем, ингушом, кабардинцем или русским. Потому что Коста Хитагуров стоял на защите прав людей в первую очередь, вне зависимости от их наций. Но поскольку он был сам горцем, он видел ту несправедливость, которая свершается над горцами. Коста был защитником людей в первую очередь, и в этом его величие. Поэтому читайте Коста.